В рамках переписи населения мы посещаем много разных мероприятий. Вот нынче мы посетили, значит, 4 Сабантуя, 3 Петров дня, 2 праздника Святой Троицы, Уяв, Чувашский Сабантуй. Везде были дети. Дети участвовали в концертах, дети участвовали в организации мероприятий. Вот, и мы везде общались с детьми. Вот это вот перепись населения. И второе, у нас проходит мероприятие по презентации нашей книги «Устелем, да, Устелем». Мы были, значит, в 3 школах, в татарской, в обычных, в педучилище, и общаемся с детьми. Согласитесь, наверное, со мной, что все-таки дети, у каждого есть ребенка своя предрасположенность. Кто-то будет, значит, математика, кто-то будет исследователем, кто-то будет военным, разные, да. Среди детей есть люди, которые уже в 12-14 лет интересуются общественной работой. Это прежде всего зихенле, иманле, рухле, наши дети маленькие. Вот эти маленькие дети, у них глаза другие, взгляд другой. И вот наша идея заключается в том, что где нам будет в будущем брать общественников движения татарского, значит, по сохранению языка и культуры. Этих общественников мы должны находить, создавать. Мы должны создавать инкубаторы общественников. В чем это заключается? В каждой татарской школе, например, чисто татарской, конечно, это сделать проще. Мы создаем общественную организацию, куда входят чуть ли там не со 2-3 класса и 11 классом. Вот эта татарская община в школе занимается общественной работой. Они проводят мероприятия по сохранению языка, изучению культуры, изучению татарских писателей. Ну, множество мероприятий, все они с национальным уклоном. Если это русская школа, то во многих русских школах есть 1 класс татарский в 1, 1 класс татарский в 10, например. Вот эти классы вместе соединять и создавать из них совет по сохранению языка и культуры. Вот то же самое. Проводить мероприятия, не проводить, а организовывать, создавать, участвовать в этих мероприятиях. И тогда вот они уже будут, это все ложится нагрузка на местных татарские автономии, на местные татарские конгрессы. Они должны выявлять этих людей. Где будем мы будем выявлять этих людей уже в 1, 2, 3 классе. Это будущий Фандас Сафиуллин, это будущий Индус Тагиров, а может быть будущий и Василий Шахразеев. Понимаете, уже в детстве одаренных, талантливых детей уже в таком возрасте нужно вести. Потом, когда они уже поступят в институты, также посмотреть, где они будут учиться, чем будут заниматься, как будут организовывать. Это особая предрасположенность, вот это вот организаторство. Например, Нижнекамск взять, отдельный город. У нас 2 татарские гимназии. У нас еще там в районе 40 школ, да. Вот, ну, наверное, набрать, может быть, всего это будет 100-150 детей. Но мы должны знать, что эти дети есть, что мы им должны заниматься, и что вся надежда через 50 лет, через 100 лет на этих детей. У них где-то у всех уже есть такое, да, внутри предрасположенность национальная. Не просто быть татарином, а быть идейным татарином, да, идейным, грамотным татарином, в будущем проводить татарскую политику в своем окружении, в своем коллективе, проводить эту татарскую общественную деятельность, проводить эту татарскую политику. Раньше у нас была пионерия, был комсомол. Вот. Сейчас тоже, конечно, проводятся мероприятия, но вот с таким уклоном они должны быть на заметке у, например, председателя Конгресса Нижнекамска. Взять этих детей на заметку, раз там в квартал, в полгода с ними встретиться, они на пересчет, и они видны. Вот видно, как они задают вопрос, видно, как они обсуждают. Поэтому вот это одна из наших идей – создания инкубаторов будущих общественников татарских движений.
Вот если бы, например, дети образно смоделировать ситуацию, что они родились в семье викингов, какие у них принципы жизни были бы? С огромной радостью там погибнуть в бою. Или в семье самураев, да, в Японии. Человек – продукт воспитания. Поэтому многое формирование личности зависит, конечно, прежде всего от семьи, от матерей. Сейчас в связи с переписью населения, татарским языком с проблемами, огромное значение возлагается на плечи матерей в семье, но в то же самое время и на воспитателей детских садов, и на учителей в школах. Чтобы дети приходили из школы и говорили родителям: папа, мама, я буду вас называть по-татарски, почему мы не говорим по-татарски? Давайте мы татарскую передачу по телевизору слушать, давайте мы татарские песни будем петь. Вот чтобы дети, приходя домой, говорили, чтобы они с двоюродными братьями на эту тему говорили, чтобы у них была потребность, любовь, нужность, ответственность у ребенка прививать с детского сада, и чтобы не только знать татарский язык. В Москве у нас много молодежи, которые не знают или плохо знают татарский язык, но в душе они патриоты, поют татарские песни, и мы стараемся с ними говорить, чтобы они создали татарские семьи, конечно, и чтобы воспитали татарских детей. Человек – это продукт воспитания. Можно так слепить, так слепить. Есть предрасположенность, есть семья, но есть еще и мы с вами, энтузиасты, общественники, которые можем оказать на это какое-то свое влияние. Мы уже это начали во всех школах это разговаривать. Мы хотим какую-то, рекомендацию написать для председателей конгрессов на местах, чтобы эта работа началась вести.